единственное, где скаредность похвальна. Это высказывание Томаса Манна, скорее всего, поддержали бы многие представители интеллектуальной элиты мира. Кому же, как не им, знать цену времени? И тем не менее, несмотря на сверхзагруженность, они стремятся найти возможность поделиться друг с другом мыслями о сокровенном, узнать точку зрения на происходящее, обсудить проблемы современности. Именно на стыке веков происходят глобальные перемены. Последнее десятилетие подтвердило это в полной мере. Парад суверенитетов государств некогда великой державы заставил не только по-новому переосмыслить собственные возможности, но и оценить государственную независимость как возможность сохранить себя на века, сберечь неповторимые национальные черты и качества. И вместе с тем появилось множество проблем, общих для всех стран мира. Потеря духовности среди молодежи, низкий уровень культуры основной части населения. Эти вопросы в числе многих других и прибыли обсудить участники второго Иссык-Кульского форума. Необходимость рождения нового планетарного мышления как инструмента решения грядущих проблем вновь объединила деятелей культуры и искусства. Тема очередного форума в Кыргызстане была означена как глобальные национальные аспекты культур в 21 веке. Его открыл председатель Организационного комитета по проведению второго Иссык-Кульского форума, первый вице-премьер-министр Кыргызской республики Кемельбек Нанай. Интеллектуальной элиты. За это время неузнаваемо изменился облик мира, рухнули тоталитарные империи, на карте планеты появились десятки новых независимых государств, идеи демократии стали критерием политических ценностей. Перемены произошли и в Кыргызстане. Республика уверенно входит в мировое сообщество. Решительный курс на демократизацию экономики и общества уже дает свои положительные результаты. О масштабности форума говорят имена участников. Они остов мировой интеллектуальной элиты. Буквально все участники отмечали привлекательность Центральноазиатского региона в целом и Кыргызстана в частности в проведении первого в истории культуры социального эксперимента «Выживание через творчество». Премьер-министр Кыргызстана Апаз Джумагулов в своем выступлении подчеркнул, что в Центральной Азии происходит взаимодействие западной и восточной цивилизаций. А потому кыргызский народ никогда не становился на путь шовинизма. Внешняя политика нашего государства, основанная на конструктивной интеграции, позволила Кыргызстану стать проводником идей мира при решении двух конфликтов – карабахского и таджикского. Созвездие имен более чем из 20 стран мира, Соединенных Штатов Америки, Бельгии, Италии, Англии, Эфиопии, Японии, России, Кубы, Казахстана и Кыргызстана собрались, чтобы сообща осмыслить новую парадигму истории и духовной эволюции общества. Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор отметил значение многообразия культур. Его олицетворяет символ второго Иссык-Кульского форума – радуга. Конечно, возрастающий интерес к феномену культуры определяется прежде всего стремительным влиянием современных условий на изменение общественных институтов, образа жизни и мышления. И, конечно же, главную опасность представляют конфликты по линии соприкосновения культур. Писатель Евгений Евтушенко затронул еще одну проблему, общую для многих государств. По его мнению, ныне на место политической цензуры заступает диктатура вседозволенности, что губительно сказывается на культуре. Известный писатель Республики Казахстан, чрезвычайный полномочный посол в Кыргызской республике, близкий друг Чингиза Айтматова Мухтар Шаханов, также выделил несколько проблем. Участникам форума было показано видеообращение ветерана Иссык-Кульца, английского писателя и артиста Питера Устинова. Основное отличие целей первого и второго Иссык-Кульского форумов
определил в своем выступлении председатель форума Чингис Айтматов. В жизни поколения предпосылала новый сюжет бытия. Мы не только должны экстраполировать настоящее будущее, но также творчески участвовать в его формировании, то есть формировании будущего. Это потребует нового, нелинейного мышления, воображения, глубокого проникновения в суть проблем и новых опережающих инициатив. Наше будущее уже никогда не будет таким, каким оно было в прошлом. И только те из нас, кто способен увидеть скрытое, сможет и совершить невозможное. А значит, нам необходимо иметь свободу для того, чтобы создавать, распространять или преподавать такие способы мышления, которые требуют многоплановости и способности воспринимать все новое. Новые идеи должны распространяться на все области нашей жизни, включая политику. Духовное родство и партнерство Иссык-Кульского форума со знаменитым римским клубом, элитарным центром европейских мыслителей, отслеживающих глобальные процессы мировых цивилизаций, актуальные проблемы развития современного человеческого общества. Римский клуб явился средоточием мудрости и провидения в наш век. Возможно, в том была некая необходимость в появлении на орбите культурной жизни азиатского спутника наподобие Иссык-Кульского форума. И, возможно, далеко не случайно получилось так, что сам президент Римского клуба Александр Кинг оказался одним из основателей. Он принял участие во встречах Иссык-Кульского форума с первых дней и первых шагов. Он был участником многих наших мероприятий. Сегодня мы уповаем на разум, на его глобальную надмировую значимость, как на ответственную высшую субстанцию, оберегающую нас от беды. 10 лет назад Чингис Айтматов отмечал: я часто ловился на мысли о том, что не могли бы мы, люди близкие по убеждениям, по духу, профессиональным, так сказать, интересам, собраться как-то в узком кругу и откровенно исповедоваться не только о том, что тревожит лично каждого из нас в его непосредственной работе, в его творчестве, но и что в этом мире нас волнует, что нас обнадеживает и что, наоборот, огорчает. Не знаю, может быть, эта встреча состоялась бы, а может быть, нет, может быть, чуть попозже. Но история наша, в частности, обернулась таким образом, что возникли благоприятные условия именно для такой вот встречи. Я имею в виду процесс перестройки, процесс широкой демократизации нашей жизни. Я почувствовал, что это стало делом вполне возможным. И потому я осмелился пригласить целый ряд близких мне людей к нам, в Киргизию, на Иссык-Куль. К счастью, многие из тех друзей моих зарубежных, к которым я обратился с таким призывом, откликнулись. Откликнулись как раз те, которым очень располагалась и моя душа. Я хотел бы сказать несколько слов о некоторых из участников Иссык-Кульского форума. Я думаю, что такие люди, как американский известный писатель, драматург Артур Миллер, или испанский поэт, и в то же время большой ученый, и очень известный общественный деятель Федерико Майор, или такой вот большой художник нашего времени, представлявший на нашем форуме Африку, эфиопский художник Афеворка Текле, или такой широко известный среди современных кинозрителей и читателей писатель и кинорежиссер, как Питер Устинов, и один из больших французских писателей Клод Симон, лауреат Нобелевской премии. Все эти люди, каждый из них, в общем-то, это величина, очень, я бы сказал, серьезная величина, творческая величина, так сказать, личностная. Это личности, это люди, которые могут представлять не только себя, естественно, и свое творчество, свои жанры, свои виды искусства и науки, но и, я думаю, что целые народы и страны.
Сегодня, как и прежде, мы сталкиваемся с глобальной задачей культивирования нового сознания, нового планетарного мышления, как средство выживания человеческого общества на рубеже веков, на пороге нового тысячелетия. В подобном ключе дискуссия была развита на пленарных заседаниях в государственной резиденции Ала-Арча. Результаты размышлений участников форума чрезвычайно важны для всего мирового сообщества. Участники второго Иссык-Кульского форума были едины во мнении, что сегодня Центральноазиатский регион находится на решающем отрезке своего развития. Кыргызстан же может стать символом того, что на рубеже 21 века в Центральной Азии начнется век просвещения. What he has presented as a background document that I have found very provocative. There are 2 points that related with culture are particularly important for UNESCO. Активное участие в обсуждении принял экс-президент СССР Михаил Горбачев. Я прежде всего не могу не сделать то, что я хотел бы сделать. Я приветствую всех участников Иссык-Кульского форума и прежде всего тех, кто стоял у истоков этой традиции. Моего друга Чингиза Айтматова, еще одного моего большого друга Федерика Майора, Зульфу Ливанели, Александра Терова, Ашверка Текли, Аугуста Корти и Рустема Стоянова. Эти люди осенью 1986 года встретились и положили начало, казалось бы, безнадежного дела тогда, но вдруг давшего свои всходы и результаты. Иссык-Кульский форум 1986 года в эпоху жесточайшей конфронтации, а я встречался уже по итогам встречи в Иссык-Куле со всеми участниками в Кремле, и мы просидели около 4 часов, разговаривая на все темы, которые обсуждали участники форума в Иссык-Куле. Я почувствовал у участников Иссык-Кульского форума своих соратников, единомышленников. И это сказалось на моем выступлении, потому что я его отношу к выступлениям, которое было произнесено на пределе откровенности. Мы вместе в этом контексте конфронтации, раскола мира, угрозы ядерного конфликта провозгласили приоритет общечеловеческих ценностей перед национальными, классовыми, экономическими и другими всякими интересами. Жизнь подтвердила правоту и гуманистическое значение позиции Иссык-Кульского форума вот по этому вопросу, кардинальному вопросу, к которому я присоединился и с тех пор считаю себя участником Иссык-Кульского форума. Вне сомнения, форум стал поиском путей и механизмов материализации идей толерантности. И все же голубая мечта многих мыслителей построить совершенно бесконфликтный мир неосуществима, ибо инстинкт конфликта глубоко вошел в генетический код человека. Однако важно другое. Конфликт не должен принимать разрушительных форм. Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор очень верно отметил значение распространения идей форума через средства массовой информации. Эта мысль была поддержана и видным ученым Кыргызстана, академиком Ароном Брудным. Федерико Майор о том, что нам нужно новое, непрерывное образование на протяжении всей человеческой жизни, позволяет задуматься над тем, невозможно ли
каналы, телевизионные каналы ЮНЕСКО во всех цивилизованных странах. И я с полной искренностью уверяю вас, что когда серьезная культура и наука противопоставят себя поп-культуре, массовой культуре, и вообще можно ли это называть культурой, то, о чем я говорю, и я думаю, что народы смогут сделать правильный выбор. Мы знаем примеры исключительного внимания масс к мудрости Чингиза Айтматова, к яркому таланту Евгения Евтушенко, который собирал буквально стадионы. Ведь собирали же действительно десятки и сотни тысяч людей слушать поэтам. Неужели они не будут их слушать у экрана телевизора? Да будут, конечно. Неужели то увлечение, которое испытывает студент, слушая лекцию талантливого профессора, недоступно широкой аудитории телезрителей? Я уверяю вас, вполне доступно. Мы должны вмешаться в деятельность средств массовой информации, найти там свое место и через них обратиться к самым широким массам. В первый же день работы участники форума посетили детский образовательный фонд поддержки материнства и детства «МээРим». В нашу жизнь врывается наше собственное завтра, и врывается оно столь стремительно, перемены в технике и науке, производстве происходят столь быстро, что, возможно, некоторые из нас не успевают приспособиться к новому окружению. Каким окажется будущий человек? Как быстро будут взрослеть люди 21 века? Насколько раньше они будут чувствовать собственную ответственность? И чтобы, не забывая о деньгах, они не работали только ради денег и в меньшей степени, чем нынешнее поколение, придерживались потребительской ориентации. И кто знает, возможно, среди нынешних воспитанников фонда есть те, кто на рубеже 21 века станет инициатором создания своего Иссык-Кульского форума, поскольку именно люди высокого творческого потенциала помогут человечеству найти новый подход к решению проблем. Потому и уделяется Международным благотворительным фондом поддержки материнства и детства «МээРим» столько внимания воспитанию подрастающего поколения, выявлению ярких индивидуальностей.
Традиционная программа включала также церемонию открытия мемориала, посвященного Иссык-Кульскому форуму. Торжественный митинг около Центра научной мысли Национальной библиотеки открыла вице-премьер-министр Мира Джангарачева. Работа скульптора Эркина Кылычбекова «Алтын-Бешик» «Золотая колыбель» глубоко символична. Колыбель у всех народов мира не только детская кроватка, но и место возникновения культуры, цивилизации. Также в рамках форума прошла встреча с президентом Кыргызской республики Аскаром Акаевым. Надо сказать, что на протяжении всего времени подготовки ко второму Иссык-Кульскому форуму глава кыргызского государства оказывал всемерное содействие. Второй этап Иссык-Кульского форума. Первый этап пришелся на середину 80-х годов. И тогда, и сейчас предмет внимания форума самые актуальные, жизненно важные проблемы планетарного масштаба, как об этом сказал наш Чангутара. Рожденный на рубеже веков, он имеет очень много шансов успешно действовать и творить как во втором, так и в третьем тысячелетии грядущем нашей эры и внести свою лепту в этот эпохальный период из одного тысячелетия в другое. Что касается места, то добавить что-либо новое к тому, что уже сказано об Иссык-Куле, лучшими поэтами разных народов, я, как вы понимаете, не в состоянии. Озеро Иссык-Куль не может не придать вашему замечательному форуму особый смысл. Первый этап форума был посвящен преодолению холодной войны, смягчению отрицательных последствий противостояния капиталистической и коммунистической систем. И как оценить вклад форума в прекращение холодной войны, сказать трудно. Но то, что капля долбит камень не силой, а частотой падения, это бесспорно. Мне думается, что теория конфликта цивилизаций не учитывает особой роли этнических элит стран третьего мира, их разрыва со своими народами. И мне представляется, в этом и состоит выдающееся значение настоящего форума. И я думаю, что надо спешить вмешиваться в ход стихийных процессов, спешить делать добро. Дальнейшая работа продолжилась на берегах жемчужины Кыргызской республики в озере Иссык-Куль. А участники форума имели возможность еще раз убедиться, насколько хороша природа Кыргызстана, насколько благодатно воздействует она на духовный мир человека. Лаконичное высказывание Федерико Майора «Мы должны уметь слушать, и необходимо время, чтобы думать», как нельзя лучше обобщало различные мнения. Форум, как канал, направляющий бурную реку в определенное русло, сконцентрировал все аспекты дискуссий, собрал все мысли интеллектуалов мирового сообщества и подчинил их лучшей цели – духовной эволюции человека.